В эфире новости IT. Здравствуйте. Крупные сайты-агрегаторы, использующие наличные расчеты, теперь обязаны принимать к оплате карту МИР. Сначала это коснется продавцов с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, далее свыше 30 миллионов и на заключительном этапе станет порог 20 миллионов рублей выручки. Произойдет это к 1 июля 2021 года. С наличных расчетов агрегаторы должны перейти на оплату картой МИР. Тем самым снизится количество продавцов, торгующих контрафактной или нелегальной продукцией только за наличную валюту. Строительство волоконно-оптической линии связи завершилось в поселке Тикси Булунского района. Сеть способна обеспечить граждан новейшими телекоммуникационными услугами. Строительство велось с апреля 2020-го за счет средств ГУП ТЦТР. На сегодня подключено более 50 объектов. Это многоквартирные дома, предприятия и муниципальные организации. В Центре опережающей профподготовки прошел День профессий будущего. На онлайн-площадке Zoom состоялись мастер-классы, лекции, семинары, которые помогали школьникам и студентам с выбором будущей профессии. А учителям и преподавателям рассказывали, как лучше выстроить процесс подготовки и помочь молодым людям определить свое дальнейшее будущее. К участию допускались все желающие. Для этого достаточно было зарегистрироваться на сайте hop14.ru. И если в день мероприятия из-за большого количества людей не удалось зайти на платформу, то всем зарегистрированным участникам теперь доступны ссылки на запись. Школьники будут участвовать в такой интересной тоже игре по атласу новых профессий, где они смогут узнать о профессиях будущего, о том, какие тренды сейчас существуют. И, возможно, это поможет им как-то выбрать свою профессию в будущем. Для тех ребят, которые планируют свое поступление, для выпускников 9-11 классов, мы подготовили такое мероприятие, площадку по поступлению в 2021 году. В столице республики завершился и хакатон ВКонтакте. Это масштабное соревнование для программистов, дизайнеров, других специалистов в области разработки. На протяжении нескольких дней конкурс проходил в режиме онлайн. Участие могли принять как школьники от 14 лет, студенты, молодые специалисты, так и эксперты в области IT со всего Дальнего Востока. 5 команд были представлены из республики. Основная цель хакатона – это развитие и поддержка талантливых перспективных специалистов, создание условий для личностной и профессиональной самореализации участников, а также объединение на одной площадке участников разного уровня подготовки с различными компетенциями. Все дали разные кейсы. Хочу отметить внимание на первый кейс, получается, от компании ВКонтакте, разработать VK мини-апс, например, там. И их в этом никак не ограничивали. Они могут разработать приложение, которое им интересно. А насчет второго кейса хочу отметить то, что там тоже их вообще не ограничивали. Они могут разработать любой им интересный навык для голосового помощника Маруся. В регионе продолжают переводить в электронный формат книги. На этот раз перевели книгу «Герои земли Олонхо». Издательско-фондовый отдел Республиканского дома народного творчества и соцкультурных технологий опубликовал ее на своем сайте. Издание посвящено 75-й годовщине Великой Победы. Оно содержит уникальные материалы, собранные из 14 районов, о работниках культуры, которые приняли участие в войне. Якутяне могут прочитать рассказы родственников об участниках, которые проработали в разные годы в библиотеках и музеях. Ахангаласский школьный технопарк начал изготавливать защитные экраны для лица. Первую партию бесплатно раздали педагогам и работникам Актемского научно-образовательного центра. Из чего и как делают защитные экраны и в чем их преимущество, узнала Виолетта Засимова. Идея производства защитных экранов для лица принадлежит Николаю Кычкину, педагогу школьного технопарка Актемского научно-образовательного центра. Он обучает детей моделировать и создавать различные предметы при помощи 3D-принтера или лазерного станка. К слову, именно на лазерном станке изготавливаются защитные экраны для лица. Лазер выжигает по шаблону составные части маски, которые затем скрепляются резинкой. Также на ободке экрана наносится гравировка, адрес изготовителя и эмблема технопарка. Эта маска была сделана из ПЭТ-пленки, полиэтиленовой пленки, и она полностью не токсичная и хорошо прозрачно смотрится. В состав Актемского научно-образовательного центра входят Актемский лицей, технопарк, детский сад и интернат. Всего около 100 человек преподавательского и вспомогательного составов. Все они получили свои экземпляры защитного экрана в начале октября и успели оценить его преимущества.
Экран имеет регулируемый ремешок, с помощью которого можно его зафиксировать в удобном для себя положении. И вот профиль является очень удобным, ничего не мешает. Материал экрана он достаточно такой твердый, он не мнется, не сгибается, поэтому очень удобно. Защитный экран для лица – это дополнительная защита от вирусов. Носить его стоит вместе с медицинской маской. Обычно я обрабатываю после использования и перед использованием обычной влажной бактериальной салфеткой. По рекомендации, я думаю, что нужно после каждого использования нужно его вытирать. И снаружи, и снутри. Технопарк Актемского научно-образовательного центра готов к сотрудничеству с учреждениями и предприятиями УЛУСа, желающими обеспечить своих сотрудников защитными экранами. В будущем IT-педагоги планируют изготавливать рециркуляторы и кварцевые лампы. Сегодня знакомимся с якутским проектом «Той-Той». Основатели Дуалан Андреев, Иван Петров, Иван Макаров и Никита Варламов. Дуалан был у нас на интервью еще на старте программы. Тогда речь шла о реализации фигурок и сборе средств на Кикстартере. Нынешний «Той-Той» – это приложение для продажи и реализации пластиковых миниатюр с технологией дополненной реальности. Оно призвано увеличить покупательскую способность и завлечь покупателя товара, стоящего на прилавке. Приложением уже заинтересовались в UFC. И после того, как проект допилят, представят на утверждение Федерации. Также в планах в этом году участвовать в конкурсе Сколково по искусственному интеллекту совместно с СВФУ. В работе находится еще один проект с рабочим названием «Санта-Клаус». Это приложение, с помощью которого дети смогут фотографировать свои рисунки, а ребята печатать игрушки на их основе. Ну а теперь во что же можно будет поиграть в ближайшее время? В июне стало известно, что издательство Zikkurat Interactive завладело правами на франшизу Blood Rain и вознамерилось выпустить переиздание двух основных частей серии. Как уверяет компания, новые версии игр создали разработчики оригинальных. Заявлены следующие улучшения: поддержка разрешения до 4К, масштабированные кинематографичные заставки, поддержка современных геймпадов, улучшенный рендеринг с 4-кратным сглаживанием, поддержка более высокого разрешения, текстур с возможностью включить оригинальные несжатые текстуры, улучшенные эффекты, тени и освещения. Прикоснуться к вампирской классике можно будет 20 ноября этого года. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!